Да, согласно этой конвенции, по арбитражным судебным решениям и так далее, да, если завтра мы такую возможность представим, все грузинское имущество на территории Абхазии будет или возвращено грузинским беженцам, так называемым, или мы будем вынуждены выплачивать компенсации. А отрицать этого невозможно. Это первое. Второе. Вот здесь говорили о широком круге вопросов, об огромном труде, проработанной по материалам. Я уверен, что абхазская сторона и работала, и старалась. И вот нам представили документ, в котором сказано, что выполняются только изначально позиции российской стороны. Но мы с детства знаем, что надо требовать большего, чтобы добиться нужного результата. Это, во-первых, неуважение. Огромная страна, Российская Федерация, по отношению к Абхазии всегда проявляла дружелюбные отношения, помогала в развитии, финансировала многие проекты, но при этом иногда у меня возникает впечатление, что вот не мытьем, так катанем. Документ этот не раз поступал, и аналогичные документы руководства нашей страны поступали и бывшим министрам, и всегда находились аргументы, связанные с тем, что этот документ принимать нельзя.